Значит, второй момент, значит, 7 человек, мы отказывались выходить на суд. Мы не будем приезжать. Делайте, что хотите. Все равно это идет беспредел, нарушение всех прав, нарушение законов. Все это предвзято. Ничего доказательного за все эти 4 месяца со стороны обвинения мы не услышали. Все носит заказной характер, беспредел. Поэтому мы боремся только за свои права. Я не хочу сейчас здесь распыляться, говорить такие вещи, которые бы тронули бы любого человека. Я говорю человека. Но не люди, которые исполняют только свои обязанности под козырек. Правда это, неправда это. Для меня это не люди. Я не буду с ними ничего больше говорить. Я, ваша честь, просто заявляю, что мы с сегодняшнего дня не будем больше выходить на процессы, и мы объявляем бессрочную голодовку. У нас девочка Малсик, мы тоже остальные мы объявляем бессрочную голодовку и отказываемся от выхода на процессы. Все. Требуем нас отвезти в СИЗО. Мы не будем участвовать. Пусть обвинение вам все расскажет, объяснит, докажет, свидетелей. Полковник Золотовский, последует. 120, 100 тысяч, 70 тысяч, 50 тысяч людей было на площади. Эти люди видели, какие у нас были призывы. На самом деле, Бачурин, генерал-полковник, позор, который позвонил мне, сказав, что Москва, администрация на 5 дней дала вам разрешение, и я увел народ. Я просил, чтобы люди стояли, чтобы не было беспорядков. Мы успокоили народ. Евкуров спровоцировал на Икажевском кругу. Опять хотел. И там его провокаторы эти камни занесли. Мы показали всему миру, как нужно выражать свою гражданскую позицию мирным путем, законным путем, конституционным путем. Нас не услышали. Чтобы сломать это все, сегодня обвинение выдумало Нарыжный. Вот Нарыжный и эта команда, 50 человек, 2 года работали, выдумали, и они сидят, бессовестно читают. Даже нету вот, человеческого, ничего нету, чтобы, когда это читают, даже не стесняются они. Мы не надеемся на правовое решение этого вопроса. Мы абсолютно потеряли надежду. И поэтому мы будем делать то, что мы можем делать. Пусть это будет так. Пусть Россия видит. Пусть Россия услышит, что мы умрем за правое дело, за свой народ, за свою землю, за свою маленькую родину. Мы готовы свои жизни отдать. Но не так, как сидеть и жить, лишь бы кушать. Я не знаю, как с этой зарплатой прийти домой и кормить своих детей и свою жену, как ее посмотреть в глаза. Мужчина может после такого беспредела, который здесь происходит. Я поэтому прошу услышать нас. Мы абсолютно уверенно объявляем бессрочную голодовку и отказываемся от выхода на процесс. Все, у меня все. Все согласны? Да. Сейчас тоже люди